Здравствуйте, в студии Анастасия Кобызева и обзор чрезвычайных происшествий. Страшная трагедия произошла сегодня в селе Булганяхта Хангаласского района. Житель села вышел из дома с ружьем и открыл стрельбу по соседям. Смертельные раны получили 5 человек, в том числе ребенок 2007 года рождения. Сейчас в селе работают следственные органы. Дело насильника из Якутска направлено в суд. Преступление произошло в городе Мирный. В начале января этого года пьяный мужчина подсел к двум незнакомым ему девушкам в такси. После того, как они подвезли его по указанному им адресу, он силой вытащил из автомобиля одну из девушек и начал ее избивать. Вмешательство подруги не помогло. Водитель такси испугался. После обвиняемый затащил к себе в квартиру потерпевшую и изнасиловал. Спустя непродолжительное время после совершения преступления он был задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия по вызову подруги потерпевшей. С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести преступления, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее судим за убийство и освобожден из мест лишения свободы в сентябре 2017 года. Находясь на свободе, он поддерживал отношения с ранее судимыми лицами, которые имели авторитет в криминальной среде города Мирного. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступления, однако следователям собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих его виновность. Прокурор Нюрбинского района направил в суд дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении убийства и покушения на убийство. Инцидент произошел 8 февраля этого года. Выпивая в компании, 49-летняя женщина поругалась с одним из мужчин. В ходе ссоры она 4 раза ударила его ножом в грудь. Мужчина умер на месте. Одна из собутыльниц пыталась остановить обвиняемую и в ответ получила также 4 удара ножом в грудь и поясницу. Раненая женщина упала вниз лицом и притворилась мертвой. Другие очевидцы преступления не смогли ничего сделать, так как были сильно пьяны. После обвиняемая забрала все телефоны из дома, чтобы не было возможности сообщить о преступлении в полицию. Узнать о преступлении удалось благодаря рейдам по домам лиц, стоящих на учете. Обвиняемой грозит 20 лет лишения свободы. Сегодня в Якутске прошли учения оперативных групп МЧС по республике. По легенде, в здании Ростелекома была обнаружена бомба. Здание было оцеплено, люди эвакуированы. Данные учения были запланированы заранее. Еще одни учения, только пожарные, сегодня прошли в столице республики. В них были задействованы силы подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона, Якутлесресурса и администрации города Якутска. Всего около 14 единиц техники и 55 человек личного состава. В ходе учений произведена работа по имитации тушения лесного пожара, организации связи в лесу, а также условной эвакуации детей и жителей дачного сектора. Легенда учений была такова. Пожар начался в лесном массиве рядом с детским оздоровительным лагерем «Виктория». Ветер дует в сторону детского учреждения. Есть угроза возгорания лагеря и расположенных рядом дач. В лесном пожаре могут быть разброс на дальние расстояния всяких искр, угольков. Да, они могут долетать до 300, до 400 метров в зависимости от ветра и условий погодных. Они тушили вот эти вот именно угольки, которые прилетают на территорию лагеря, тем самым они защищали территорию. Мочили, чтобы не загорелось. Почву и деревья, да? Почву и деревья. Так правильно сказать. Да, ну как, это очень простым языком так сказать. Сегодня состоялось заседание Общественного экологического совета по вопросу разлива нефти в районе речного порта в Якутске. В совете участвовали управление Росприроднадзора, АО «Водоканал», МЧС, судоходная компания «Якутск», прокуратура и общественный совет. Стоит отметить, что судно, с которого пошел разлив нефти, был нефтесборщиком. То есть он собирал все опасные и вредные отходы и пролежал на берегу 15 лет. Общественники настаивают на дальнейшей очистке и ведении городского ЧС до тех пор, пока опасность не минует. Ситуацию усугубляет то, что водозабор находится ниже разлива пятна на 2 километра. И объем нефтепродуктов, попавших в воду, установить не могут. Ситуация страшенная. Загрязнение откуда-то оно увеличивается просто. Увеличивается. Запах невыносимый. Нельзя находиться в доме. Я прописана по Престанской 16. Я не могу находиться вот именно у себя дома. Я предлагаю объявить чрезвычайную ситуацию по поводу разлива нефти, потому что там очень серьезный разлив.
Студенты в Сунтарском районе пытались украсть ноутбук из школы. Ранее судимые за кражу 21-летний и 19-летний жители района ночью пробрались в школу через окно. Совершить кражу техники им так и не удалось. Их спугнул сторож школы. Злоумышленники бросили ноутбук в кабинете и убежали. Поймали их по горячим следам. Заведено уголовное дело по статье «Кража». На этом у меня все. Берегите себя.